Добрый день, мы продолжаем освещать международные интеллектуальные игры. У нас сегодня в студии директор-представитель Ассоциации глобального научного образования Киото Тацумаса Китахары из Японии. Добрый день. Какие впечатления от Якутии? Что больше всего впечатлило в Якутии? Будет ли Япония сотрудничать с Якутией в сфере робототехники? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в этом выпуске. Скажите, пожалуйста, вот вы впервые приехали в Якутию, какие у вас впечатления? И я, конечно, первый раз в Якутске, и мне все очень интересно. Вот особенно то, что наша прогулка по реке Лена, и то, что я увидел мамонтов в музее мамонта, это все было очень необычно для меня. И я подумал, что, ой, как хорошо, что я сюда приехал. И, конечно, вот само мероприятие, интеллектуальные игры, тоже абсолютно интересны для меня. И я думаю, что вот они проходят на очень хорошем, высоком уровне. И посетив международные игры, вы что бы хотели отметить? Может быть, каких-то участников? Я очень был впечатлен тем, как проводятся в рамках интеллектуальных игр игры роботов. И вот я как раз являюсь экспертом этих игр. И там, получается, я присутствовал вчера и сегодня на этих играх. И, конечно, вы должны понимать, что вот обучение информационно-коммуникационным технологиям это проходит не только в виде лекций и так далее, да, вот такие практические мероприятия, которые проходят в виде игр роботов, они действительно помогают развивать ваших школьников, ваших детей. И я думаю, что вот то, что я видел в эти дни, оно имеет огромный потенциал на будущее. И я думаю, что школьники Якутии, у них смогут развить все свои таланты, и в будущем они смогут участвовать на международной арене. Yakutsk young people has very good talent. Как раз-таки ваша страна впереди планеты всей идет по роботизации, развитию таких технологий. И возможно ли такое, что школьники Японии и России могут обмениваться опытом, включаться в какие-то, может быть, проекты? Да, мы, конечно, понимаем, да, вот, что сейчас именно идет развитие вот таких информационно-коммуникационных технологий, и почти всем странам, все страны, они хотят, чтобы их молодое поколение, оно именно училось этим технологиям и развивалось для того, чтобы в дальнейшем развивать свою страну. И несмотря на то, что вот Япония является вот лидером в этой области, ни одна страна сама по себе, она не может как бы продвигать все эти технологии. Поэтому мы должны кооперировать и как бы передавать этот опыт, который у нас есть с прошлого, именно нашему молодому поколению. Я надеюсь, что когда международные интеллектуальные игры будут проходить в следующий раз, школьники наши из Японии приедут сюда и будут участвовать именно в этих играх. И я надеюсь, что они выиграют. All over the world countries, young men, co-work and cooperating from now. Мы тоже надеемся на дальнейшее сотрудничество. Благодарим вас за то, что вы пришли и уделили нам время в нашей студии, посетили наш республиканский медиа-центр. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.